Сегодня взял, ребят, такую штуку. Fish 10. Вес 1,3. Размеры. Чингл Кэмп. Что-то типа такого. Это мне братулец когда-то, ребят, задаривал. Я ставил ее. Прикольная вещь, кстати. Можно даже зимой, наверное, мне кажется, использовать. Колышки. Здесь дуги. Здесь у нас дуги. Ну и в общем и сам вот этот тен. Сейчас мы быстренько, ребят, его соберем. Тоже он продевается. Поперечка и две вот эти. И все дела. Так, собирается, ребят, 3 секунды. Быстренько, все удобно. Опа, слетела, зараза. Так, здесь такие направляющие. Раз. Ну и здесь, получается, тоже фиксируется на направляющую. Раз. Все. Хата готова. Тут соединяем, завязываем. Такой, знаете, навесик типа. Ну, если даже дождь пойдет, в принципе, ее можно просто перевернуть вот так. И, соответственно, будет крыша. От какого-то дождя можно будет даже спастись. Вот такой, ребят, навес. Даже карман есть. Здесь такое брезентовое дно. Кармашек. Короче, такая лежаночка, ребята.
Ну вот и дома. Вот и хорошо. Уф, ребят, ну вообще жара невыносимая. Организм еще не привык. Чего что-то только не поделать, сразу все взмок. Пока дрова спустил в лодку, все весь сырой нафиг. Охренеть. Солнышко хоть зашло немножко. Облачка подошли. Дождя сегодня не обещала. Я вчера еще раз говорю, хотел выехать, но, блин, хорошо не поехал. Гроза такая была жесткая. Вторая гроза, кстати, уже на моей памяти. Первая гроза такая, ну, пару раз громыхнула где-то далеко. Это когда Андрюха приезжал с Архангельска. А вчера прям настоящая, 14 мая. Люблю, говорит, грозу в начале мая, как и я, и нет сарая. Там палисадник, ребят, береза, осины. И смотрю, осина сухая прям упала. Да я ее забрал. Мне не для тепла, а для антуража. Осинка погорит нормально. Все, наверное, давайте закинем донки, ребят. Червей море, пусть она рыбалит. Правильно? 4 часа тем более. Пусть они рыбалят. Может какая-то мелочь, может какой-то язёк клюнет. Вообще охота уже рыбачить. Вот. Потом перетаскаю дрова, напилю их там, наколю уже ближе к вечеру. Дело-то, ребят, ближе к светлым ночам. На севере у нас есть такие моменты. Кстати, сразу перекушу там пару людей, которых пишут, что это тебе не север. Ребята, это не Сибирь, но это север. Он называется Республика Коми, это север. Есть еще крайний север, дальше. За Печору там уже считается крайний север. И у нас многие мужики ездят туда на вахту, чтобы получить пенсию. Проработают там кое-какое время, не помню, лет 5, наверное, может. И у тебя уже получается есть, так скажем, справочка, что ты работал на крайнем севере. Это прибавка к пенсии, и там даже, возможно, раньше пенсия выходит. Ну, короче, не суть. Вот я называю своими именами, мне что выдумывать-то? Какой у тебя север, какая у тебя тайга? Опять же с тайгой. Ребят, ну, в Республике Коми у нас тайга здесь. Если вы тут смотрите мои такие вот палисадники, но это река, здесь плюс и минус такие места. И грибы я собираю в бару. Просто интернет, ребята, загуглите, посмотрите, сколько населения, что почем вообще. И может поймете тогда. А что, ну лес, ну давай лес буду называть там, я не знаю. Ну вот просто придираются к тому, что это называется так. Ты тайгу не видел. Люди пишут, вот в Сибири там у нас тайга, а у тебя там типа хрень. Так я рыбачу тут, ребят, грубо говоря, возле деревни, это плюс-минус 20-30 километров. Я же не поднимаюсь куда-то, не захожу там в такие дебри, где там людей нету, там, допустим. А так у нас все лес, 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 тайга, тайга, тайга. Такие дела. Погнали рыбачить. Смотрите, ребят, какой момент. Не знаю, как сюда бутылка это попала. Может, просто кто-то засунул. Может, как-то половодим. Потому что здесь годами топит. И смотрите, как бутылку зажало. Даже деформировалось дерево. Но бутылка не лопнула. Вот как растет кустарник этот вонючий.
Все места уже заросло все. Так, ну что, погнали. Вон сколько, ребята, мяса. Так, колокольчики-то у меня не все здесь. Я в бушлате оставил. Сколько у меня тут? 2, 3, 4, 5, 6. Еще придется бубенчики, может, повесить. Так, ну что, ребята, поехали. Тут рогатульки есть. Человек рыбачил. Воспользуемся. Вот правильно, отрыбачил и выбрасываешь, ребята. Не оставляйте их в пляжу, так как зыбка. Быстро прорастают. Очень быстро. Так. Что тут у нас? Кто тут у нас? Скоро, ребята, донки. Все. Отложим до осени. Последние рыбалочки, так скажем. Ну, опять же, основная 0,7. Поводки 35, ребята. Крючки разные. Вот есть карповый. Есть с длинным цевьем вот такой. Рыбачу на червя в основном, чтобы насадить пучок. Грузила самопальная ложка. 175 грамм взвешивал. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Эту недалеко. Эту мы недалек. Берем колокольчик, вбиваем. Дай бог, чтобы сегодня, ребят, позвенела охота. Выматываем обратно, чтобы как с катушки. Это первый заброс, ребят. Потом это не надо уже делать так. Леска перекручена. Так. Ну, насаживаем. Сегодня можно не экономить. Сейчас сезон грядок, огородов. Соответственно, пополнение идет постоянно. Красный червь, ребята. Мягкий красный червь, я его не использую. Вот. От удара об воду он тупо может порваться. Жарковато, я же еще и садок, ребят, не взял. А если рыба будет? Что будем делать? 15 мая, блин, 30-ка. В основном вот белый червь Дендробена хорошо идет тоже. Выползки. Черноголовики. У всех там разные, конечно. В Астрахани вообще какие-то зеленые есть. Так, ну, пока как-то так. Поперли. Первая. Посмотрим, как она встанет тут. Все, встала. Здесь все недалеко. Потом подальше, подальше, подальше. Стоит нормально. Можно было даже и подальше.
Ну все четко. Пацанва пролетела. Кукушка, кукушка, сколько поймаем налимов? Вот падла. 0. Пацанва пролетела, не знаю, не местная. Сверху причем. Там выше деревушка есть. Ну тут в принципе, что вы понимали, каждый там 30 километров какая-то деревня или поселок, или село. И вот так по реке оно все как бы идет. Я когда поднимался, сотку показывал, ну дублировал в деревне. Было интересно пройти. Плюс-минус по такой воде как раз я ходил. Вверх поднимался, вот охота в карман махануть. Ну там, если только прокатиться просто. А так охота где-то останавливаться, порыбачить. Вот. Наверх бы я сгонял бы еще раз. Места там, конечно, классные. Ну все, ребят, что, быстренько. 6 штучек, в общем, я его упанул. Можно там еще 7-ю, 8-ю. Ну там уже все, тяга начинается, смотрю, тащит. Короче, ладно. Вот этот пятак забрали в аккурат. Разную дистанцию покидал. Посмотрим. Блин, жара, ребята. Ноги кипят. Ноги кипят вообще в резине. Ноги не дышат. Ноги страдают. Вообще труба, ребята. Постоянно в сапогах. Стараюсь ванночки делать солевые. Ну и так холодной водой, конечно, мою. Мыть надо в холодной воде. Тогда с ногами будет все в порядке. Солнышко высоко. Рано, конечно, я стартанул. Телефон на зарядку поставил. Время 5 час. Ну, ништяк. До рыбалки еще, конечно, долго. Ну, так посмотрим, мелочушка, может, какая. Ну, тут яма, ребят. Если мелочь, то надо вот на тяге ставить ее. Глубина 1,5 метра и на течение. Тогда будет и лещ, ой, ясь, елец, возможно. А тут яма. Тут максимум ерши, если сейчас. Ну и налим, понятное дело. Но мы за налимом, так что успеется, еще и подлещики эти, еще и наловим этим фидером. В этом году хочу плотно позаниматься. Купил очень много чего нового, пришла прикормка уже. В общем, я готов. Пришли приколюх очень много и до сих пор приходит. Поназаказывал. Вот, в целом и шатер в этом году, как бы в прошлом году я еще с ним не ходил. Осенью мы ставили его. Вот, шатер новый, в общем, ну короче, кайфовать и выезжать не на одну ночевку, а на пару, на 2, на 3. Вот так охота в этом году подвигаться. Фу, жарко, охота пить. У меня квас есть. В общем, чай. Есть даже неохота, ребят. Потому что жарко. Ну, попозже что-нибудь сварганим. Не что-нибудь, а есть у меня кое-что вкусненькое. Взял с собой. Что-то прям захотелось. А так, да. Погода такая, ребят, не налей мне нифига. Лето летнее. Сейчас выходные, вот 30-ка зазеленеет все махом. Комары повылазят. Ну и белые ночи. А кукушка сказала: во. Таскаю дрова, ребят, поклевочка. Ну, какая-то рыбка. Мелочушка, походу.
Ну, на течение, я и сказал. Тут можно еще одну, конечно, бахнуть. Тут и есть, будем брать, ребята. Травишка. Опа. Голавлик, ребятки. Первая ребейка и белая. Голавлик. Вот такие вот дела. Ну, возьмем что. Блин, садок нужен. Садок, ребята, нужен. Вот на течение гуляет. С почином. Крючки уже вон все объедены. Сейчас что-то думать буду, куда рыбу тарабанить. Красота, ребята. Погода, ну, сказка. И комаров еще нету. Ну, сейчас вот тепло и начнется. Так, ну что. Сделал обход. В общем, да, две штуки, которые на течении, полностью объедено. И голавлик взял, ребят, уже просто на голову, на пустой крючок с головой. Потому что, ну, там червей уже не было. Я добавил еще одну донку туда, продолжил, как и хотел. Две не стал, уже одну там еще кинул. А по яме проверил. Ну, пучки, они как насажены, так и насажены. В общем, вот видите, активности здесь нету. Но здесь будет активность, я думаю, ночью. Ну, по налиму. Но это и хорошо, что мелочь не объедает. И будет вероятность, что налим, когда выйдет, на крючках что-то будет. Ну, а там уже, скорее всего, пусто все. Дровишки прибрал. Помыл лодочку. Люблю такой порядочек небольшой. Ну, опилки вот эти. Смыл. Так. Чистота залог здоровья, ребят, правильно? Как говорится, вот генеральная уборка генеральная. А по идее можно же и не убираться, ребят. Если ты поддерживаешь порядок постоянно, да, вот так. Ну, у меня сейчас есть время. Я эти опилочки подмыл. Все, чисто. А нежели я сейчас нахерачил, потом наследил, глина, грязь, потом, блядь, пойдем лодку мыть. Когда ты поддерживаешь, не надо ничего мыть и не убираться, не надо, по сути. Так же и дома. Если ты в течение всего времени поддерживаешь порядок, то уборки-то таковой-то и не надо. Ну, понятно, что там генеральная уборка, это надо все вытащить, все вымыть, как бы с места на место. Ну, короче, вы меня поняли. Так, ну что, чайканем, наверное, солнышко садится. Скоро рыбалка. Рано приехал, рановато, да. Ну, сейчас, в принципе, только надо забрасываться. Ну, ладно. Пойдем попьем чайку.
Вот она кто, ребята. Вот это кто. Ельцы не крупные. Херачат. Вон, видите? Как засекся. Возьму я его. Может, на нарезку. Так-то мелкий. Вот они обгладывают ельчики. Крючки большие. Поменьше крючки. И можно рыбачить. Вот ловить уже сейчас рыбу эту. Возьму. На всякий случай. Как говорится. Пакет взял. Воды набрал тут. Не знаю. Скоро щука будет уже гулять. Вот. Закидушки. Живца наловить. И уже можно продольник щучий поставить. У меня был опыт. Вот именно в это время щука попадалась на живца хорошо, кстати. Воблера сейчас ей не нужны там. А вот живца будет брать. Вот видите, надо ходить, перезабрасывать на течении. Но яма стоит, пока ждет выхода налима. Еще один, ребята. Вот хорошенький. Это прям жареный. Зимой красота, ребят, рыбалить на удочку. Классная рыба. И на игру хватает, и настоящую. Поклевки классные у него. Ух. Раньше вот долбили, сейчас что-то не получается. Раньше наверху ловили его, блин. Садок только перезакинул, ребята. Это. Возвращаюсь, поклевка. Налим, что ли? Первый, ребята, походу, в яме. 18:53. Угу. Хапнул. Вот я пошел оттуда и думаю, ямку тоже перезаряжу. Чик-чик-чик. И вот это крайняя. И вот, пожалуйста. Никодим наш родной. 7 часов. Грубо говоря, сразу же. Он бывает на шум приходит, когда перезабрасываешь, грузило падает. Грузило падает, ребята. Блин, сход. Или нет, не это. Ну вот Никодим, ребят, наш. Заглотил. Мелкий, зараза. Давайте мы его сфоткаем, ребятки. Ну вот за этим мы приехали. Ну, видите, кровь сразу пошла. Ох ты, блин. Держать надо крепко его, ребята. Держать его крепко надо. Слизнявый. Ну, цеплять-то мы умеем. Вот так. Дядька научил, царство небесное, на ноготь. Продеваешь, выталкиваешь и достаешь. Прям с пальцем. Ну, правда, потом ноготь весь в хлам. Ну, мы же не девочки. Педикюр, маникюр не для нас. Хотя сейчас мужики, смотрю, тоже за здрасте, бля. Ладно, ребят, мелкие заберу. Мелкого заберу. Пузатый такой. Ну вот, вышли, начали охотиться. Начали охотиться, ребята. Ну вот, ямка первого принесла, ребят. Так, давайте договоримся так. Это нормальный жареный налим. В этом году мы его толком не поели. Да вообще не ели. В принципе. Все, что в заглоте, как бы. Ну, тут вынужденно, потому что я делал, ребята, для себя так осмотр, да. Доставал, все кровило. Но это благо я умею доставать. Если человек не на опыте,
Поверьте, он бы сейчас крутился бы, возился, там никакой этот чипсы там не помогут. Он будет рот зажимать и все. Рот у него маленький, зевник ему не засунешь. Это у щуки пасть огромная. Зевник раскрываешь и достаешь, да, аккуратно, допустим. Здесь не прокатит. Даже у крупного. А крупный будет сжимать. Бывает, палец суешь, и он же так сильно сжимает. Вот. Все, что за губу, ребят, стараюсь отпускать. Кто бы что ни говорил, там, вот, и так рыбы нету. Я на рыбалке, ребята, мы рыбу едим, как бы, и я... Вы идите в магазин, покупайте, базара ноль. Я свеженькую привез, 2-3 штучки, мне больше и не надо. Сковородочку пожарили, поужинали. Все, красота. Я не морожу рыбу, понятно, что в холодильнике рыба есть. Но так, чтобы там ее там хранить, там, нет, такого нету. С Печоры привезли рыбу, ребят. Что будешь делать? Что будешь делать? Да, ребят, пораздавал, да и поверьте, вот даже рыбы, наверное, уже не осталось. Завялили, закоптили, засушили. Много котлет наделали. До сих пор кушаем. Вот. Замороженные котлетки. Достал 5 штучек на ужин. Ну, в общем, такая история. Вот. То, что да, за губу, где-то аккуратненько, да, пожалуйста, пускай бежит. А там ты даже когда достаешь, уже сразу кровь. Ну, такая рыба, ребята. Хватает он. Это его и минус, с одной стороны, что бывает, что он, конечно, капризничает и подбородком давит, и что-то еще, но в основном все это в заглот. И раньше, когда пацанами были, колокольчики, ну, дефицит был. Там сами делали из гильз. Палочки просто подвешивали, что просто идешь и видишь, что она качается. А так мы вообще даже не вешали ничего, просто ходили, проверяли, доставали за год налим, резали там ножом, помню. Короче, вот такая история. Ну вот, беленькая пошла, уже повеселее, конечно, все это дело. Парит, ребята, вообще невыносимо, просто 2 дня дожди шли, и сейчас вот такая жаря, и прям душно. Ну, вот, не то, что вот жарко, уже солнышко спряталось, а вот прям душно. Тяжелый такой заряженный воздух. Ну вот классика, что? Классика жанра, ребята. Налим на нижний поводок. Налимчик. Да, попался бы 1,5 килограмма, было бы поприятней. Но вот таких молочных 3-4 штуки, ребят, я вам скажу, тоже песенка. Опа, бобер что ли? Ну, ладно, пошла движуха. Бубенчики, ребят, долбят. Только перезабросился. Белая, походу. Будем брать. Ну, тряхани еще, тряхани, что-то. Не стесняйся. Стесняется камера, ребята. Ну, бомбило хорошо. Хрена себе, сорога, ребята. Вот это да. Сороженция, блин, здоровая. Да какая жирная.
разнорыбится капитально. Смотрите, ребят, какое пузо. Красотка. Ладно, что там у меня уже разнорыбится так. Возьмем, просели на рыбник на кладбище. Соберем тогда. Красавица. Косачи такуют, ребятки, здесь. На каких поворотах в этом весной не стоял везде косачи. Это радует, конечно, с одной стороны. Я сам лично знаю 3 тока. В этом году даже хотел сделать фотоохоту. Ну, видеоохоту, понятное дело, да. Хотел сделать шалаш. Ну, найти сначала ток, разобраться. Вот. Поставить шалаш. Дать постоять 2-3 дня, чтобы привыкли. Вот. И сходить поснимать. Как бы, ну, все вот эти танцы их. Был я на охоте на тетеревиной, на такую именно. Заглядение, ребята, на самом деле. И многие даже охотники говорят, что просто забывают выстрелить, и, ну, как бы, они улетают, а охотник выстрел не произвел. Ну, просто завораживают. Очень интересно, очень интересно. Тоже у них там своя схема таковой, которого, как правило, трогать нельзя. Молодежь, которая не участвует, а где-то бывает наверху. Вот. Тетерочки гуляют. Ну и поединки, вот они как дерутся. Было дело, что даже в шалаш забежал один. Вот. Ну, в общем, было такое желание, потому что недалеко от дома. В этом году рано мост поставили, и на мотоцикле можно было это сделать. Ну, что-то дожди потом пошли. И как-то что-то я и оплошал. Хотя, в принципе, можно еще. Ну, ладно, пускай живут. Вот опять утка, ребят, по течению спустилась. И если бы я не разговаривал, она бы сейчас как на ладони, не можно вот прям стрелять. Серьезно говорю. Интересная тема. Я что-то все вот бывает такую тему подтягиваю, ребят. Но было у меня желание. Я даже денег скопил. Ну, надо было, чтобы все сразу. То бишь, вот эта медицина, вся эта тема, да? Все это. Там тоже копейка, скажем. Вот. Потом учеба, 2-3 дня там в Сыктывкаре. Ничего сложного там нету. Вот. И как бы сразу же приобрести вот сейф, ружьишко. Даже можно было даже не с магазина, а там у меня дядька знакомый там предлагал в свое время хорошее ружьишко. Вот они идут. Вот, ну, я потом перегорел. Вот, над головой прям. Перегорел, ребята. Я умею, ребят, обращаться с ружьем, потому что в детстве я с ружьем ходил. Ну, скажу так, да. Вот. И я умею заряжать патроны без всяких каких-то там специальных оборудований. Там как бы я на коленке могу снарядить патрон. Ну, есть понимание. Ну, во-первых, рыба, да, здесь как вариант можно ее отпустить. Ну, плюс-минус. А здесь уже стрельба, соответственно, здесь, то бишь, ты уже все, никак. А если тем более еще и подранишь, что это вообще... Вон они, ребята, что делают. В семье пробовал, угощали ребята, и
и этого, и лосятину, и что только нет, да, и, ну, лосятину, да, тушенка там заходила. Ну, вот в плане уток и что-то боровой, ну, допустим, дома никак. Опять же, стрелять, кому-то отдавать, ну, не знаю, а дома никто не ест, как бы ради контента что-то, знаете, вот, как-то я не знаю. Ну, многие пишут, типа, в целях безопасности. Ну, с одной стороны, с ружьем, конечно, поспокойнее, да. Ну, не всегда ты сможешь с ружьем ходить, ребятки. Вы понимаете, да, что если у тебя есть ружье, ты не имеешь права ни в сезон охоты вообще просто даже передвигаться, чтобы он у тебя в лодке лежал, там, пускай он зачехленный. Ну, а если, допустим, вот сейчас я здесь сижу, охота не открыта, и как бы он у меня в чехле, он зачем? Он должен быть с патроном стоять, да, на предохранитель. Ну, я так образно. И как бы, ну, перегорел, в общем, я. Было у меня прям бешеное желание. Я прям все там прям... А потом что-то резко там машина сломалась. Нужно было срочно деньги, в общем, и вот эти все сбережения, то, что я там накопил, короче, все пустил в расход. Ну и, в общем, в этом вся и закончилась моя история. Вот, не знаю, конечно, я еще не старый. Может, под старость лет захочется, знаете, ребят, там какую-нибудь берданочку, там, не знаю, там двухстолочку даже там старенькую, построить какой-нибудь домик, избушку и приезжать туда, как бы, знаете, там просто для души. Возможно. Ну, пока, ребята, у меня нет желания. А если нет желания, как бы, ну, нецелесообразно. Я не люблю так, что в поперек идти вот этого всего. Даже если на рыбалку. Вот. Нет у меня настроения. Я на рыбалку очень много езжу, да, вы понимаете. Ну, все располагает, есть там то это, да, лодка, мотор, все снаряжено. Палатки, печки, раскладушки. Все, есть насадка, там, живец, погода классная. Ну, если нет желания, то я как бы не иду. Потому что душа должна быть. А без души, ну, не душевно. Здесь нужно с подходом. А так как-то рвать там, добывать там, стрелять там все попало там, лишь бы там, не, это точно не моя история. И для контента тем более. Как бы. Для контента тем более, ребят, надо потихонечку, размеренно все. Все, чтобы было в кайф. Тогда да, тогда приятно. Вот даже вот позвенело, вот небольшая разнорыбица, как бы мне вот этого устраивает, ребят, я кайфую от этого, наслаждаюсь природой, пробуждением лета уже, да, и весны даже, так скажем. Были у меня нейтральные походы вот сейчас, в которые вообще без поклевок, не то что с рыбой, без поклевок. Но я все равно отдыхал, я наслаждался процессом. Вот это как бы нужно вот это понимать. И когда вот это ты понимаешь, и тогда вот ты в большей степени располагаешь. То бишь, ребят, ничего не поменялось. Я ходил пешком с рюкзачком, с банкой из-под кофе. Это был мой котелок. В нем же и тарелка, и чашка, и кружка. И ставил вот эти же донки, да, и вот и сейчас, как бы, есть сейчас много чего, да, вот техника, палатки, все. Ну, вот этот кайф, если ты потеряешь в процесс вот этот, то тогда уже будет все. Это будет уже жопа. И ни в коем случае не надо превращать это в работу. Потому что контент это не только хобби, да, это еще у меня как и работа. Но если это все превращать, и тогда уже будет все печально. И неохота, понимаете, ребят, вот именно неохота. Вот так потихоньку, помаленьку и нормально. И меня все устраивает. Лишь бы вас устраивало, вам главное, чтобы нравилось, как бы, не более того. Потому что съемки, да, это в первую очередь для меня съемки, чтобы преподнести человеку, чтобы как бы донести
чтобы был какой-то эффект присутствия. Ну, в общем, как обычно, ребят, разговорился. Сейчас, наверное, полчасика посижу, хотя уже там, наверное, можно просто идти и опять насаживать. Ну, это уже не рыбалка на донке, ребят, это уже фидерная рыбалка, по идее. Тут быстрее, легче наловишь вот эту рыбу, нежели. Но мы за налимом, ребят. Пока еще налим. Бубенцы долбят, ребят. Здесь уже меляк, кусты, вот видите, да? И белая рыба здесь. Не знаю, что там долбит. Ну, до этого хорошая поклевка была, не спорю. Проверю. Проверим. Подсел как будто. Ага. Ага. Это же шпион сел. Шпион сел, ребята. На меляке вышел. Я думаю, что тут? Кто тут звенит? Как мы с тобой будем договариваться? Но здесь нормально вроде как. Ребят, сейчас попробую его. С краешку вроде, как крючочек сел. Давай. Давай, дружище. Вон, ребят, смотрите. Это первая донка, прошел 7 донок. И уже, вон, видите, сколько травы на тяге. Хулиган, значит, здесь. Ну, до этого, значит, тоже он клювал. Ну, налим. Ну, все, ребят. Перезабросил. Налимчик. Все, без фонарика уже тяжко. Не видать. Плохо. А так вот в целом, ребят, скоро вот такие ночки. Ну, на камеру еще плохо, конечно, видно. Но в целом вот так будет. Темнеть не будет вообще. Ну, как вот так, сумерки. Часа 2-3 и рассвет. Вот. Ну, а дальше на севере вообще полярный день и полярная ночь. Полгода светло, полгода вообще темно. Так, ну что, ставим освещение. 9 часов, рыбалка началась, поехали. Разминочка прошла, здесь пару зацепов. Там надо кидать чуть-чуть по течению. Тут чуть-чуть туда, в ту сторону. И в принципе нормально. 2 поводка порвал, не показывал. Но в целом все. Бомба. Фонарик нужен.
Ребят, где-то бубенчик у меня звякнул. Вот поклевка. Вот она. Так, ну вот он налим, ребята. 100% налим. Вот он звякнул и пошел качать. Берем? Берем. Яма молчит, а вот течение работает. Ах ты, блин, ты понимаешь, так хорошо качал. Зараза. Надо ждать, короче. Вторая поклевка хорошая слита. Блин. Это, ребят, налим был. Не наш, что сказать. Не наш. Что-то какая-то бородишка у нас. Бородишка, бородишка. Ну что. Так, ладно. Первая поклевка по темноте, так скажем. Сейчас гусь, ребят, прошел. Такая пачка, может, штук 30. Только потянул. С Андрюхой разговаривал в Архангельске, говорит, до хрена. Ну, короче, с Архангельска идет. Вот сейчас с этим, с ранней весной все сдвинулось не туда. Блин, а? Ладно. Не будем спешить в следующий раз. Вторая поклевка. Ну, скорее всего, небольшой налимчик. Ну, качал-то хорошо уже, блин. Гуся, ребята, прет. Вторая пачка уже. Ну, это космосом идут. Сейчас приходили очень низко здесь. Только-только гусь пошел. А здесь уже такие дела. Ох, нифига. Смотрите, ребята. Тля. Ой, красота, ребята. Сижу, кайфую. Теплынь. Поклевок пока нету. Ну, пойду перезабрасывать. Пойду перезаброшу в любом случае. Сегодня желание прям порыбачить. Но две поклевки не реализовал, блин. Ну, это налимчик, скорее всего. Ну, не скорее всего, а точно он. Ну, такого ажиотажа нету. Да ладно, нормально. Пойдет. Еще пару хвостов и жареха будет классно дома. Вообще теплынь, ребята. И кушать неохота даже. Ну, приготовлю, наверное, попозже. Ночка наша.
Так, ребята, что-то поклевочка опять. Угу. Поклевочка, ребята. Опять же на эту донку, кстати. Ну что, будем ждать или будем брать? Что-то вроде раскачался. Ну да, хорошо качает. Давайте. Будем брать. А, скорее всего, просто не крупные, ребята, вот и все. Ну, на самом деле, даже крупные так клюют. Я уже замечал. Они бывают дерябнут и потом просто качают. И все. Потом цоп, а там хороший налим. Мелкий, 100% мелкий. И все, замолчал. Ладно, проверяю, да. Все доночки надо перезакинуть. Ну, сидит. Мелкий, засранец. Вот такой, ребята. Вот тут за губу, видите, не заглотил. Нормально. Вот здесь хорошо. Опа. Хорошо. Такие пятнышки у них вырастают. О, домой отправляем. Пошел. Пошел, красавец. Фух. Блин, ребят, бегаешь и все равно жарко становится. Время уже хотя 22:46. Так, ладно, еще полчасика. Перезабросил, все отлично. Ну, мелкий долбит. Вот, в принципе, вот весной он должен такой налим клевать. В этом году какая-то хрень полная. Ох, эти бубенцы, ребята, не дают покоя. Как говорится. Что-то уже хотел ужин готовить. Время уже такое 11. Калашматит прям страшное дело. Ну и что тут? Все, откалашматил. Ну сейчас, скорее всего, только налим. Это к утру будет белая рыба клевать.
Что-то кого-то даже загибает. Ну давай, тряхани еще что, покажи. Звенело, ребят, страшно, конечно. Я прям подорвался там с бунгало своего. Ну, качает, что-то непонятно. А нет, да. Да. Вот. Ага. Поклевка, значит. Все четко. Ну, налим, ребят. Ударяет, потом качает. Что на колокольчиках, что типа вот на такой теме. Кстати, прикольный вариант также использовать более гибкую ветку и вот такого плана. Ну вот так вот извинял он. Угу. Ну все, будем брать. Будем надеяться, ребят, что подсел уже. Неохота третью поклевку сливать. Ух ты. Вот тут уже вес, ребята. Нет. А да. Не. О, красота. Вот. Это вот тузика-то мы заберем. Хоть и за губу, но уже такой нормальный. Пойдет. Пойдет, ребятки. Красавец. Вот вам и яма, а вот вам и перекат. Ну как перекат? Мель. Вот здесь надо рыбку ловить. Яма, видите, не работает. Пойдет, хорошенький такой, под килограммчик. Что, бродяжка, тяжело тебе, да? Течением побило. Течением побило, ребята, там покрутило его нехило. Вон как перекрутило все. Походу не жилец. Мне что-то сопротивляется еще. Ну, всплывает уже. Лиса пришла, ребят. Полисадники. Вот костер. Кстати, ветер в ту сторону. Похрену шарится. Я вот такое ощущение, знаете, вот будешь спать у костра, вот она подойдет под запах, да? Она же может укусить, правильно? Ну, испугается, и когда ты там, допустим, испугаешься. А от бешенства легко заработать от лисы. А бешенство у нас неизлечимо. Потому что прикармливают, блин, на дорогах, на трассах. Вот они потом ползут и не боятся. Такие дела.
Угу.
Корж молочный. Сыктывкар хлеб. Масса не то 100 грамм. Добрейшего, ребят, утречка. Жара уже, да. Завтрак в 7 утра. Как же круто, ребят, спать под открытым небом. Ну, так, образно. Эти кулики болотные, они здесь что-то, не знаю, то ли они тут таковали, то ли что. Вот расцветать начало немного, я как раз лег спать, и вот они прилетели. И давай тут просто носиться по этому. Они еще бывает задевают леску, колокольчик. Ну, не суть. На воздухе спал, ребят, просто вообще классно. Да. Это дорогого стоит. Комаров нету, никто не кусает. Вообще бомбито. Да, вот эта, ребят, рыбалка заканчивается, видите, она. Сейчас, в принципе, можно ловить белую рыбу на донке. Но это не то. Я вчера говорил, что это не серьезно, на большие крючки. Она нам не интересна. Буду сворачиваться, ребят, и валить, потому что к обеду будет 29 сегодня. Да. То от снега, то от дождя бежим, то от мороза бежим. Сейчас от жары. Лагерь собрать, ребят, 3 секунды у меня. Больше донки буду собирать. Посмотрим. Там какая-то вроде звенела одна. Может, налимчик висит. Бросай же курить, как когда ты бросил меня. Смотрите, ребят, какая рыба. Забагрился еще. Пескарь. Насадился как нужно. Бедолага. Но никто его не съел. Вот вам и живец. Многие там говорили мне. Живца. О, у него позвоночник. Ты точно пойдешь на корм, походу. Не знаю, когда он забагрился, но факт в том, что был живец на крючке. Я его не насаживал. Это он терся возле червя и сам засекся. Ну и вот. Факт налицо. Товарищи, рыбалку завершаем. Шикарно получилось в этот раз, прям мне очень так понравилось вообще, ребятки, не знаю, знаете, с каждым разом все по-разному, и от этого, наверное, и прикольно. Рыбка есть, ребят, рыбку подловил маленько, там что-то штук 5-6 хильцов, я всех еще не снимал. Сорожка хорошая, голавлик там попался. Ну и там 3-4 налимчика. Вот. Один такой более-менее в районе килограмма. Ну, сегодня жареный налим обязательно. Надо ехать рыбу чистить.
На улице тепло. Вода падает, ребят. Рыбалка начинается летняя, начинается рыбалка, белая рыба. В этом году, видите, с налимом весна. Половодья я не смог его найти. Не знаю, с чем связано, но не получилось по половодью. Ну а сейчас уже вода упала, мест много, где можно пробовать. В общем, ребят, давайте, буду прощаться. Увидимся. Увидимся скоро на рыбалке, на закидушке по налиму. Всех пока. Всем пока, удачи, берегите себя, ребята. Быть добру.